История праздника вообще. Кто знает, кто помнит? Потому что Роза Люксембург, старшее поколение все, да. На самом деле, вы знаете, нам, людям, живущим в 21 веке, когда у нас вот современное общество, и сейчас у нас женщины, они занимают высшие руководящие посты, не только в церквях и в церквях даже, но в мире корпорации возглавляют. Есть куча миллионеров, миллиардеров, да, мужчин все равно больше, но тем не менее к тому, что жизнь для женщины она стала гораздо легче. Но совсем недавно, вы знаете, избирательные права женщины получили в Европе чуть больше 100 лет назад. Представьте, то есть это в 20 веке, то есть они еще не могли ходить и избирать. И вообще, ну, роль женщины, она не роль женщины, а ценность женщины. До 19 века практически во всех странах, ну, женщина была пренебрегаема, можно так сказать. Знаете, там, ну, вот образование – это не про женщин. Как бы такое общее мнение было, что читать им не надо, учиться не надо, не говоря уже про руководящие посты, ну, это тоже вам не надо, вот твое место у плиты. Как бы, да, вот семья там и всякие такие вещи. И вы знаете, что вот история праздника. В 1857 году, то есть это еще 19 век даже, были первые демонстрации, или называется «Марш пустых кастрюль», по-моему, он так называется, когда текстильщицы, то есть работницы текстильных фабрик, они вышли на забастовку против тяжелых условий труда. Внимание, вдумайтесь. Они вышли против 16-часового рабочего дня. 16 часов – это даже не 12. То есть у тебя остается, ну, имеется в виду, что вот бывают смены по 12 часов. Я когда-то работал, например, на вахте, где-то, да, 12 часов, и у тебя 12 часов там, ну, пойти поесть, поспать, как-то это, и то тяжеловато бывает. Здесь 16. Тебе нужно прийти, я не знаю, там, если у тебя дети есть, все это я вообще не представляю. Поспать, утром встать, дойти до работы, и у тебя новая смена. И при этом, при всем, женщины еще и меньше мужчин получали. То есть как минимум на треть. Вот. И где-то уже через полвека была первая забастовка в 1908 году. И вот Клара Цеткин, она уже, это была немецкая коммунистка, выступила с таким предложением на Международной женской конференции о том, чтобы праздновать женский день. Но в России у нас в 2017 году начались первые протесты, они на самом деле начались, знаете, вот тоже, я не знаю, стечение обстоятельств, 23 февраля на самом деле, но это по старому стилю, а по новому стилю это выпадает на 8 марта. То есть началось все 23 февраля, но по новому стилю, вы понимаете, да, старый новый стиль мы касались неоднократно. Вообще, на самом деле, они протестовали ну, против войны. Первая мировая шла, Россия была активным участником, то есть многие были на фронте. Нехватка продовольствия в столице, то есть в Петербурге. И позже протесты переросли, вот эти вот, которые, собственно, начались, Великую Октябрьскую социалистическую революцию. И в 21 году уже было решено отмечать 8 марта в память об участии вот этих женщин. И в 1966 году в СССР праздник сделали Красным днем, то есть выходным. А сейчас у нас уже нет такой нужды бороться за права, за справедливость. И, слава Богу, это просто переросло в женский праздник, когда мы просто чествуем женщин, их красоту, поздравляем. И еще раз я подчеркну, нигде в мире больше такого размаха, такого, знаете, грандиозного, чтобы всем дарили цветы, больше нигде нет. И я считаю, что это замечательно. Ну, что у нас, в смысле, есть на самом деле. Вот. Учитывая все это, то, что мы коснулись, я хочу вам сказать, как так получилось, что на протяжении всей человеческой истории, буквально вот чуть больше 100 лет прошло, женщины, они были, ну, не то чтобы пренебрегаемые, ну, знаете, вот эта шутка, когда я иногда со сцены говорю, женщина тоже человек, тогда это было не смешно. Ну, в том смысле, что людей, ну, она человек, ну, как бы не совсем равноправный. Может быть, так в открытую, ну, где-то даже в открытую говорилось.
Где-то, может быть, не говорилось, но по всему было ясно и понятно, что это так. Вот. И я хочу, чтобы мы изначально посмотрели на первоначальный Божий план. Потому что Бог создал этот мир, вы знаете. Бог создал все, что наполняет эту землю, всех животных, все вообще как устроено, это устроено по Божьему замыслу. Поэтому логично посмотреть, а что же Бог имел в виду вообще? Его-то первоначальный план какой? Вы со мной? Все такие настороженные, не бойтесь, я за женщин. Все как бы сейчас, что он скажет? Давайте мы посмотрим. Бытие, 2 глава. Бытие, книга Бытия – это про сотворение мира, да, самое начало. И уже 2 глава рассказывается, как Бог сотворил Адаму и Еву. И вы знаете, что Адам был сотворен из праха земного, написано. Я не знаю, как там на молекулярном уровне, в общем, из земли, из грязи. Да? Как и все остальное. Но женщина была создана из ребра Адама. Давайте прочитаем. 2 глава, Бытие 2 глава, 18-19 стих. Господь Бог сказал: нехорошо человеку быть одному. Еще раз, все местописания, которые я читаю в новом русском переводе, обычно все читают в синодальном, но синодальный не так понятен, как русский. Поэтому мы читаем все в новом русском переводе. «Я создам ему помощника под стать. Господь Бог создал из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных. Затем Он привел их к человеку, чтобы увидеть, как тот их назовет. И как назвал человек каждое живое творение, так и стало ему имя». Смотрите, внимание. Зачем Бог привел всех животных к Адаму, чтобы он их называл? Мог он поручить это кому-нибудь, ангелу какому-нибудь, либо сам дать название, да? Все распределил. Зачем он вот это вот все? И смотрите, я на что хочу еще обратить ваше внимание. Сначала Бог говорит, что нехорошо быть человеку одному, и после этого Он приводит ему всех животных, и животных у нас, и птицы, и рыб, их очень много. Было еще больше, что-то вымерло. И он сидит и всех называет, то есть это прямо труд такой. Сначала он говорит, нехорошо быть человеку одному, потом приводит, почему? И после того, как он закончил всю работу, он все это сделал, он его усыпил, взял у него, удалил ребро, и из этого ребра создал Еву. Вы знаете, я думаю, что, мои личные мысли, я ни на чем не настаиваю, но я думаю, что Бог заставил Адама пройти вот через этот весь долгий процесс присвоения имен каждому живому существу. Во-первых, потому что Бог, Он сказал, что уже потом Адаме и Еву, да, что владычеству, плодитесь и размножайтесь, владычествуйте над этой землей. То есть вообще человек, он поставлен как владыка. И он называл их как владыка, но помимо всего этого прочего, я думаю, что также, почему сразу после этого он сказал, нехорошо быть человеку одному, потом приводит животных, он хотел, чтобы Адам, он понимал, нет такого существа больше на этой земле, как то, что Бог потом собирался сотворить. Он все посмотрел, всех назвал, и потом Ева, она стала венцом Божьего творения. Вы понимаете, еще раз, все создано из праха, из земли, из грязи, но женщина, она создана из ребра. Давайте мы также посмотрим. Дальше, Бытие 2 глава, 20-22 стих. «Так человек дал имена всему скоту, всем птицам небесным и всем полевым зверям, но для Адама не нашлось подходящего помощника. Тогда Господь Бог погрузил человека в глубокий сон, и пока тот спал, взял одно из его ребер и закрыл это место плотью. Из ребра, которое он вынул, из человека Господь Бог создал женщину и привел ее к нему». Еще раз. Почему все существа, они созданы из земли, из праха земного? Зачем делать такое исключение? Зачем брать плоть у Адама, да, то есть часть его тела, одно ребро, и сотворить из этого Еву? Я думаю, что в том числе, как Бог, Он сказал потом, смотрите, соединятся двое и будут одна плоть. Здесь Он взял просто часть его. Внимание, Он взял его
Они одно в прямом смысле, в буквальном. Одно тело. Ева – часть Адама. Понимаете? Они были буквально одной плотью. Когда Бог сотворил женщину, она была задумана, внимание, вообще план весь Божий для женщины в этом мире. Она была задумана, чтобы закончить начатое. Бог создал человека и сказал, мужчину, нехорошо быть одному. И женщина, как венец творения, как закончить начатое, принести совершенство. Вот теперь оно одно целое. Вместе со своим мужем они стали одной плотью или полноценной личностью. Ева была создана для того, чтобы восполнять то, чего не хватало в Адаме. Вы понимаете? А Адам был создан с такими отличиями, то, чего нет в Еве. Сейчас, внимание, важная мысль. Она настолько очевидная, что странно, как люди ее не понимают. Мы не созданы одинаковыми. Мужчины и женщины, мы разные. Мужчины из грязи, женщина уже из плоти. Но всем очевидно, не только физически мы отличаемся, да, анатомически, но наши душевные, духовные настройки, они абсолютно разные. Но Бог создал специально таким образом. И для чего? Не для того, чтобы мы соперничали друг с другом, а для того, чтобы мы дополняли друг друга. И совершенство, оно приходит, когда двое соединяются, и двое, они одна плоть. Вы понимаете? Еще раз, мы не призваны, мы не созданы для того, чтобы соперничать, соревноваться друг с другом. Мы не созданы для того, чтобы противоставлять себя друг другу. Почему, как вот мужчины многие говорят, ох уж эти женщины, да? И с ними невозможно, и без них плохо. Почему? Потому что Бог, Он заложил внутри каждого человека, и мужчины, и женщины, вот эту жажду, потому чтобы быть с кем-то. Она есть, как бы что, кто ни говорил. Но из-за того, что мы разные, ты не понимаешь, у тебя мозги просто взрываются. Но это также из-за того, что произошло грехопадение, мы сейчас этого коснемся. Мы просто не понимаем, что у нас разные функции. Давайте дальше. Бытие, 2 глава, 23-24 стих. Человек сказал, внимание, вот про то, что я говорил, то, что одна плоть. Вот теперь это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Еще раз, до этого он называл всех животных, он смотрит на них всех, вот это крокодил, это бегемот, называет их, все не то. Вот теперь это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женщина, потому что была взята от мужчины. Здесь игра слов, не буду приводить на иврите просто, там как бы однокоренные слова и просто доставляется. Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью. Вы понимаете, в чем замысел Божий? Замысел Божий – создать совершенного человека. А совершенный человек – это мужчина и женщина. Когда они вместе. Потому что у мужчины, я не знаю, если кто был в жилище холостого мужчины, ясно и понятно, что там нет совершенства. Я не видел, бывает за редким исключением, все равно. Туши свет. И у женщин то же самое, понимаете, ей чего-то не хватает. И когда двое соединяются, вот оно. Вот это вот Божий план. Хочу вам такой реальная история правдивая. В воскресной школе, в церкви, маленький мальчик, они проходят сотворение мира. Как Бог сотворил мир. И его очень заинтересовала вот эта тема, что Бог усыпил Адама, взял ребро, из нее создал Еву. Воскресенье прошло, на неделе у мальчика что-то заболело. И он маме жалуется, мама, болит. Она такая, сыночка, что у тебя болит? Где болит? Он такой зажимается, у меня бок болит. Кажется, у меня жена будет. Дети забавные, да. Итак, Бытия, 1 глава, 27 стих. Так Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему. Он сотворил его мужчиной и женщиной, он сотворил их.
Важное место Писания, смотрите еще раз. Бог сотворил человека по образу своему. Он здесь говорит, что Он по образу своему создал и мужчину, и женщину. Он создал человека еще раз, и потом сотворил их. Вы понимаете? Совершенный человек, одна плоть, это когда мужчина и женщина, они дополняют друг друга. В этом Божий план. Именно поэтому у тебя есть такое желание быть с кем-то. Потому что это Бог так сделал, Он заложил это в нас. И истинное удовлетворение вот такое, оно наступает, когда ты с кем-то. Еще раз, смотрите, я не хочу как-то унизить или пренебречь теми людьми, кто одинок. Может быть, вдова, вдовец или разные причины бывают. Жизнь штука суровая. Но мы сейчас касаемся первоначального Божьего плана, совершенного плана. То, как Бог Он это задумывал. И если ты не замужем или ты не женат, это не означает, что ты какой-то дефектный. Ну или что-то. Но Божий план, он был такой. Вот, и есть жизнь и без этого. И как Павел, он пишет, что... Он даже говорит, что я даже хочу, чтобы вы оставались, как и я. Павел был сам не женат. Апостол Павел. И он говорит, оставайтесь, и можно служить Господу. Но первоначальный Божий план, в чем заключается? Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте эту землю. Потому что если бы мы все были как апостол Павел, мы бы вымерли, как динозавры, давным-давно. Итак, Бог сотворил мужчину и женщину как одно целое, чтобы они дополняли друг друга. Мужчина без женщины не является совершенством. Также и женщина без мужчины. Но вместе это совершенство. Мы должны это понимать. Еще раз, мы разные. Мы разные. Нет никакого смысла делать что-то одинаковое, чтобы оно дополняло друг друга. Вы понимаете? Ну зачем мне кто-то с кем-то что-то еще делиться, если он такой же, как и я? Мы отличаемся, но именно это и дополняет нас. Именно в этом и интерес. То, чего нет во мне, есть в моей жене. Вы понимаете, да? Итак, Бог сотворил нас разными, но равными. Я подчеркиваю. Мужчина и женщина, они созданы пред Богом равными. По образу и подобию Божьему. Но мы одно целое. Каждый восполняет свою часть. Хочется, кто-то может задать вопрос, а почему же так тогда получилось? Ну, что мы говорили буквально чуть больше 100 лет назад, женщина была в таком положении практически в каждом обществе. И более того, не просто в светском обществе, во многих религиях, в том числе женщина была пренебрегаемая. Отдельное место в синагоге для женщин, всякие поговорки, выражения, как там, например, лучше сжечь Тору, чем дать ее женщине, и так далее, и так далее. И в том числе в христианстве также. Как так получилось? Я вам скажу. Моя версия. Вы знаете, мужчина, он просто сильнее. Когда у тебя первобытное общество, или потом оно какое-то феодальное и так далее, когда побеждает сила, сейчас у нас какая-то политическая корректность во все в это играет. Но если нас куда-то выселить, кто сильный, тот и прав. Получалось, к сожалению, так. И в итоге просто век за веком оно пришло к тому, к чему пришло. Более того, часто даже Писание, оно использовалось неправильно. То есть мужчины не читали, где написано, что женщина там должна то-то, то-то и то-то, тыкали, и так как они сильнее, рулили соответствующим образом. Вообще мне бы хотелось, и как я начал делать, я хотел рассмотреть ценность и роль женщины при сотворении мира, первоначальный Божий план. Потом ценность и роль женщины в семье, ценность и роль женщины в церкви и ценность и роль женщины в обществе. И я понял, что это невозможно впихнуть в 40 минут, в 1 час, иначе мы до следующего 8 марта здесь будем. И я сегодня, я уже закрыл тему про Божий план, вообще изначально что было. Божий план изначально, мы равные, но разные. Мы дополняем друг друга. И сейчас я бы хотел, как бы кому это ни показалось странным, начать именно и сегодня закрыть ценность и роль женщины в семье. И почему так? Да потому что я верю, что не только для мужчины, но для каждого человека
для мужчины и женщины приоритеты должны быть в следующем порядке. То есть вот сначала ты должен понимать, твоя ценность, кто ты есть в Боге, когда Бог тебя сотворил, что в тебя вложено. Второе – это семья. Третье – это церковь. И четвертое – это работа. Почему так? Потому что крепкие семьи – это крепкие церкви. Крепкие церкви – это крепкое государство или крепкое общество. Если ты ставишь все наоборот, примеров таких полно. Часто, когда выдающиеся политические деятели, либо выдающиеся актрисы, актеры, люди, которые посвящают себя всей работе своей отдают, что происходит? Семья, она, как правило, никакая. Либо ее вообще нет, либо дети непонятно где, непонятно что. Потому. Время на все не хватает. То есть, чтобы сейчас добиться чего-то в современном обществе, ты должен вкладываться, в карьеру. Нужно прямо постараться, чтобы преуспеть. И, соответственно, чаще всего семья и это несовместимо. Как бы это печально ни звучало. Можно и там стараться. Кому-то это даже удается, слава Богу. Но именно в таком порядке. Давайте мы посмотрим следующий пункт. Итак, я надеюсь, что ни у кого вопросов нет по поводу ценностей. Первоначально, изначально, что Бог, Он вкладывал. И по поводу ценности, роль женщины в семье. И вы знаете, может быть, совсем, кому-то как-то покажется, вы сразу не кидайтесь ни стульями, ни камнями. Я бы хочу тоже с такой истории начать. Я ее часто уже рассказывал в церкви, и многие ее слышали, но у нас так много новых людей, что, может быть, кто-то еще и не слышал. Как двухлетняя девочка посмотрела мультик про Золушку, и она просто очарована всем этим волшебством. Золушка на балу, и она превращается, и это все красота. И она крутится вокруг мамы, мама сидит возле зеркала. Как это называется? Где красится, в общем, когда... Туалетный столик, да. Возле туалетного столика, возле зеркала сидит, и у нее стоит перед зеркалом фотография, где они с мужем на свадьбе. В парадной одежде, муж в костюме, она в свадебном платье. И девочка смотрит: «Мама, ты вышла замуж прямо как Золушка». Такая: «Да, дорогая, прямо как Золушка». Потом такая пауза. «Ма, ты же вышла замуж не за принца, а за папу». Смотрите, даже маленькая девочка понимает, что папа, он не принц. Далеко. Он просто папа. Знаете, как принц из сказки – это как воплощение мечты. И большинство мужчин, они такими вообще даже близко не являются. Они не являются воплощением мечты. Они просто обыкновенные мужики. У них есть слабости и изъяны, как и у всех остальных. Они совершают ошибки, многое забывают, иногда совершают глупые и обидные поступки. Конечно, женщины, они такие же. У них есть свои изъяны, у них есть тоже свои проблемы. И поскольку и у женщин, и у мужчин есть недостатки, можно услышать, как некоторые мужчины, они говорят, что моя жена, она не заслуживает того, чтобы ее любили так, как написано в Библии. Посмотрите, сегодня про 31 главу говорили в притчах. Я вчера тоже хотел из этой, когда она у нее все везде шуршит, и везде все порядок и так далее. Моя не такая. Она не заслуживает, чтобы ее любили так. Я буду ее любить, когда она исправится. Когда она будет соответствовать этому идеалу, тогда и я буду. И точно так же женщины смотрят на этот отрывок и говорят: повиноваться своему мужу? Этому? Он определенно не заслуживает даже толики какой-то такого обращения. Почему я это рассказываю? Вы знаете, слишком часто у людей, у христиан в церкви складывается ложное впечатление, что Бог говорит женщинам в Библии то, какими должны быть их мужья.
А что Библия написана для мужей, для того, чтобы сказать им, какие должны быть женщины. Я открою вам секрет. Это неправда. Вместо этого Бог говорит мужчинам, какие они должны быть. Независимо от того, что делают их жены. И Он говорит женщинам, какие они должны быть, независимо от того, как поступают их мужья. Это его ответственность пред Богом, а есть твоя. И то же самое для нее, наоборот, для мужа и жены. И, может быть, нужно было начинать с проповеди для мужчин. Они должны любить и защищать своих жен. И Ефесянам 5 глава, когда идет про то, что все должны повиноваться друг другу в страхе Божьем, и там то же самое говорится, в том числе про повиновение мужчин своим женам. Каким образом? Мужья должны любить своих жен, как Христос возлюбил эту церковь. А как Христос возлюбил эту церковь? Он даже жизнь свою отдал за нее. Таким образом. Но у нас сегодня проповедь не для мужчин, а для женщин. Поэтому мы будем говорить, что говорит Библия о здравой жене. Еще раз, не имеет значения, какой у нее муж. Но жена должна стараться и поступать так. Давайте откроем первое послание Петра, 3 глава, 1 стих. «Также и вы, жены, будьте послушны мужьям, чтобы, если те не повинуются слову, были бы без слова покорены Богу поведением своих жен». Я все жду, когда кто-то скажет: серьезно? На 8 марта повинуйтесь своим мужьям? Классная тема. Знаете, многим женщинам не нравится, и в мире вот такой вот перекос. И почему? Потому что не понимают первоначального Божьего замысла, что Бог нас создал равными, но разными. Еще раз, мы не призваны конкурировать. И то, что мы говорим, понятно, что это идеальная ситуация, как Бог бы хотел. Вот если муж, он поймет, каким он должен быть, и он будет восполнять, стараться войти в это призвание, быть таким, и жена она будет, тогда будет идиллия. Но каждый из нас должен выполнять свою часть. И еще раз, Библия, она написана все время не для того, чтобы корректировать кого-то и показать тебе: смотри, какие должны быть мои братья и сестры в церкви. Они не такие. И пока они не изменятся, я тоже буду им вставлять палки в колеса. Не про это. И то же самое про семью. То, что написано про женщину, это написано для женщин. То, что написано про мужчину, это написано для мужчин. Давайте дальше. 1 Петра, 3 глава, 4-6 стих. Внимание. «Ведь Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувидаемую красоту кроткого и тихого духа. Так украшали себя в прошлом святые женщины, которые надеялись на Бога, повинуясь своим мужьям. Так Сара была послушна Аврааму и называла его господином, и вы стали ее детьми, делая добро и не поддаваясь никакому страху». Может быть, не очень популярная тема в наши дни со всей эмансипацией и так далее, но это то, что говорит Бог. В меня кидать не надо, я вам читаю из Библии. Но я хотел сделать пару ремарок по поводу вот здесь. Бог ценит внутреннюю красоту человека. Бог ценит внутреннюю красоту. Мужчина тоже ценит, но я хочу вам, сестры, сказать, что мужчина смотрит и на внешнюю красоту тоже. Поэтому, пожалуйста, нужно ухаживать за собой. Кто-то может сказать: ой, какая там жена неухоженная, это для мужчин тоже. Кто-то говорит: что-то она какая-то неухоженная. Так ухаживай. Ухаживай за ней, будет ухоженная. Может быть, в миру такая, знаете, сейчас в современном мире не бывает некрасивых женщин, бывают недофинансированные. Но на самом деле, чего не хватает, это не хватает. Женщина будет выглядеть такой, если она будет чувствовать, что она нужна. Это в том числе задача мужа — показывать это.
что она нужна, что она любима. Вы понимаете? Итак, в этом отрывке описывается женщина, которая угодна Богу. И здесь говорится, что Сара была послушна Аврааму, называла его господина и так далее, и так далее. А женщина, угодная Богу, она, смотрите, повинуется своему мужу. Я сейчас внесу ясность вообще во все это, да. Ключевой вопрос заключается, что же это означает? Что значит подчиняться мужу? Что значит повиноваться? И то, что я говорил, вообще на самом деле, вот, мы не будем сейчас рассматривать этот отрывок. Ефесянам 5 глава, можно почитать. Вообще это вот такой вот христианский закон. Мы призваны повиноваться друг другу. Там написано, что жены, повинуйтесь мужьям, дети, почитайте родителям, в этом их повиновение. Служащие, работники должны повиноваться своим начальникам на работе и так далее, и так далее. А мужья должны повиноваться своим женам. Ну, я, может быть, немножко вперед забегаю, но слово, которое здесь использовано, греческое, хупотаса, подчинение, вот где написано, да. И на самом деле в военном языке, ну, то есть если говорить про армию, у греков это означало, что располагать какое-то подразделение войск под командованием кого-то. Вот хупотаса, то есть они в подчинении у него. В невоенном применении это было, знаете, как добровольное подчинение, готовность к уступкам, сотрудничеству, принятие ответственности или бремени. Еще раз, хупотаса, греческое слово, состоит из двух. То есть это сложно составное слово, состоит из двух частей. Хупа означает подчиненный, и таса означает власть. То есть надо мной есть власть. Вот эта проповедь, она, наверное, не сделает ни меня, никого там популярным среди феминисток. И смотрите, вот феминистки, да, на самом деле движение, оно зародилось, это были правильные начала. Женщины, они протестовали против того положения, в котором они были. И мы смотрели, и оно было ужасным на самом деле. Нам сейчас, не понять, особенно молодым женщинам, то есть это когда-то было, там, 100 лет назад, но поверьте мне, 100 лет назад это не так давно. И отголоски у нас еще до сих пор где-то есть. Но во что это переросло? Это переросло просто в бунт против Бога, против здравого смысла. И я вижу, что в том числе то безумие, которое сейчас творится, например, в спорте, это в том числе оно корни берет оттуда. То есть начало было хорошее, но когда, помните, не вот эта зимняя Олимпиада, а прошлая Олимпиада летняя, когда в боксе ставили мужика, который называл себя, в смысле, он даже операцию не делал, он гормоны не принимал, он просто сказал, что я чувствую себя женщиной, и его поставили в боксе с женщинами. Понятно, что он среди мужчин не мог никуда выбиться, и здесь он занял первое место. Там разные весовые категории, вы знаете, в боксе. С Алжира, по-моему, мужик этот был. Он и выглядел как мужик, кадык, то есть все дела, я не знаю, как, То есть это, я, если честно, не понимаю иногда каких-то вещей, это просто уже, отсутствие здравого смысла. И вот это вот все, то, что мужчина может забеременеть, у мужчины могут быть месячные. И когда я смотрел просто в Конгрессе в Америке, врача, внимание, врач, у него медицинская степень, и его спрашивают напрямую, как вы считаете, мужчина может иметь, в смысле забеременеть? И он там всякое разное отмазывается и уклончиво уходит. Это уже все, это туши свет. Это против здравого смысла просто какое-то. То, что произошло. Слава Богу, наша страна, в этом она как бы особняком стоит. И вот традиционные ценности, смотрите, традиционные ценности. Что означает традиционные ценности? Еще раз, мы смотрели изначальный Божий план. Мужчина и женщина, они созданы равные, но разные. И одна плоть, это что означает? Я, может быть, бегу немножко не туда куда-то, но я хочу вам сказать, смотрите, если мы одна плоть, и многие, кто в браке, меня поймут. Если ты делаешь своей же плоти больно, как ты думаешь, тебе хорошо будет?
Кто давно в браке, вы понимаете, что ничего хорошего. Если жене плохо, мне тоже не очень хорошо. И наоборот, вы понимаете, оно работает только когда мы друг друга дополняем, и каждый выполняет свою часть. Итак, я просто хочу так оговориться, чтобы не было недопонимания. Здесь очень тонкая грань в том, как мы должны делать. Но я хочу вам привести несколько примеров. Смотрите, вообще вот эта вот тема, что мы должны быть в подчинении, она через всю Библию, не только в отношениях между мужчиной и женщиной, но вообще везде. Смотрите, когда Иисусу было 12 лет, он был ребенок, он убежал из дома и убежал в храм, где он там размышлял с учителями, речи толкала мама, она там вся его обыскалась, и они прибежали, и он в храме. Вы помните? И он там еще и сказал, что он там и сказал? Я помню, что он сказал там, женщина ее назвал. Я не знаю, если бы я маму назвал женщина в 12-летнем возрасте, отойди, женщина. Ну, ничем бы хорошим для меня это не кончилось. Но здесь давайте мы смотрим. Мария и Иосиф они нашли его, забрали домой. Луки 2 глава, 51 стих. Он возвратился с ними в Назарет и был послушен им. Но все происходящее его мать хранила в своем сердце. Иисус был Богом во плоти, но он позволил себе находиться под властью Иосифа и Марии. Почему? Потому что он в том числе был и человеком, и он был ребенком, и дети должны слушаться своих родителей. Вы понимаете? Дальше, Титу 3 глава, 1 стих. Наставление Павел дает Титу. «Напоминай людям о том, что они должны подчиняться начальству и властям и быть послушными и готовыми выполнить любое доброе дело». Мы должны быть покорны, быть под властью наших правителей, чтобы выполнить любое доброе дело. Всякие, не надо провокационные вопросы там в экстрим лезть, но мы говорим про какие-то здравые отношения. Да? Дальше. 1 Петра 3 глава 21-22 стих. «И это символизирует крещение, которое сейчас спасает вас и вас. Крещение является не смыванием грязи с тела, но обещанием Богу доброй совести через воскресение Иисуса Христа». Почему я это читаю дальше? «Взойдя на небо, Он находится по правую руку Бога, и Ему подчинены ангелы, власти и силы». На небесах все под Иисусом, Ему подчиняется, под Его властью. В Священном Писании неоднократно говорится, что важно, чтобы у нас был какой-то покров. Понимаете, мы должны быть под кем-то. Иметь власть над собой. И в данном случае женщины принимают добровольное решение позволить мужьям распоряжаться в их доме. Позволять им принимать решения и задавать тон в семье. Что это значит? Давайте мы сейчас кое-какие итоги подведем, но по поводу вот еще подчинения и повиновения я хочу... Давайте потом. Хорошо. Книга Бытия, 2 глава, 18 стих. То, что мы читали. «И сказал Господь Бог, нехорошо человеку быть одному, я сотворю ему помощнику, подходящего для него». Итак, после того, как Бог сотворил Адама, он знал, что человек несовершенен. Он смотрел на него и понимал, нехорошо быть ему одному. Ева дополнила Адама. Бог создал ее такой, каким Адам не был. У него не было таких качеств. У нее были качества, в которых Адам нуждался в своей жизни. Вы понимаете? Поэтому Бог сказал, что нехорошо ему быть одному. И Он создал ее, чтобы у нее были те качества, которые дополнят его. Она не была создана для того, чтобы быть рабыней или служанкой Адама. Еще раз. Так часто получалось просто потому, что мужчина, он сильнее физически. Это вот, еще раз лишнее. Я думаю, нам никому же доказывать не надо, что мужчина, он сильнее физически. Слава Богу, у нас... Это все, понятно, что есть выдающиеся женщины,
Может быть, у них либо тестостерон зашкаливает, они долго упорно тренируются, но я вам скажу, что подросток в 14 лет, который тренируется, и взрослая женщина, которая тренируется, они будут приблизительно одинаково, наверное. Ну, лишнее подтверждение, не знаю, вы смотрели как-то, кто у нас там была? Селена Уильямс, такая теннисистка элегантная. Вены у нее вздувались на бицепсе, как будто там, если кто не знает, ну такая она очень атлетически сложенная. Она играла с каким-то, ну, теннисистом, 200 какой-то он был в рейтинге, в мужском. В перерывах он курил и пил пиво. Он ее вынес с сухим счетом, по-моему, она одну эту взяла, что ли, один гейм у него. То же самое, знаете, как... Ладно, я не буду про это говорить. Мужчина, он просто сильнее, понимаете? Бог создал. Смотрите, это не хорошо и не плохо. Это так есть, это факт. И Бог сделал так намеренно, специально. Почему? Потому что мужчина чувствует в себе потребность защищать кого-то, обеспечивать кого-то. И мудрая женщина, опытная, она не воюет за право под солнцем, но она позволяет ему все это делать для себя. Win-win ситуация. Все довольны. И он выполняет, и она, понимаете. Но когда ты начинаешь соперничать, гнобить его, ладно, это уже для семейных курсов. Дальше поехали. Я просто хочу сказать, что она не была создана быть рабыней или служанка, но, знаете, как кто-то говорит, что почему Бог взял ребро? Ну, понятно, что это... Нет научной базы под это красивый такой оборот, что он не взял кость откуда-то из головы, чтобы она не главенствовала, и не взял где-то из ноги, чтобы он на нее не наступал, но взял ребро, чтобы она шла с ним рядом по жизни. Как бы такая красивая фраза, но суть именно в этом. Она создана быть спутницей, дополнять друг друга. Вы заметили, как многие мужчины, они меняются после свадьбы? Вы заметили, что мужчины вообще меняются после свадьбы? Если нормальные, здравые отношения, если и она, и он более-менее готовы, ну, понятно, что любой мужчина, он начинает в весе набирать сначала, прежде всего, потому что, ну, как бы регулярно питается. Если он уже долго жил один, он там непонятно. У меня сейчас сын живет в Владивостоке, надеюсь, он не будет смотреть. Ему тут плохо было, он, потому что уже, я так понимаю, месяц ест раз в день, килограмм пельменей просто варит, съедает его и все. Как бы, ну, ничего хорошего в этом нету. Но смотрите, я что хочу донести. Любая женщина, она способна изменить мужчину к лучшему. Внимание. Есть несколько способов это сделать, мы этого коснемся, но я хочу сказать молодым женщинам, кто еще только собирается, может быть, вступить в брак, и если вы строите какие-то такие мысли, что ну я его потом изменю, вот он сейчас такой, но со мной он будет совсем другой. Это не тот путь. Вот все вопросы надо решать до этого. Вот если вы там прямо что-то видите, что совсем идет вразрез, не-не-не. Вот это все нужно решать до свадьбы. И это вот как раз для этого у нас помолвки есть и всякие, чтобы все это утрясти, все определить до этого. Но, тем не менее, мужчина, когда вы все равно вы нашли того, кто вам подходит, он там соответствует и так далее, он может измениться в каких-то вещах, но вот что-то глобальное так делать не нужно. Смотрите, но есть несколько способов, как мужчина, она влияет на свою женщину. И нездравый брак или нездравая женщина, она склонна думать, что лучший способ извинить своего мужа – это постоянно его попиливать. То есть придираться к нему, ссориться, скандалы устраивать и так далее, и так далее. Давайте посмотрим, что в притчах говорится. В притчах Соломон говорил, великий царь, мудрость у него. Все Писание Богу духновенно, то есть от Бога. Притча 21 глава, 9 стих. «Лучше жить на углу крыши, чем делить дом со сварливой женой». Притча 21, 19. «Лучше жить в пустыне, чем со сварливой и злобной женой». Притча 27, 15, 16. «Несмолкающая капель в дождливый день и сварливая жена схожи друг с другом. Пытаться сдержать ее, что сдерживать ветер, или масло в правой руке зажать». Вопрос, почему? Женщина, она может быть сварливой или придирчивой.
Ну, муж не хочет делать то, что она хочет. Она-то знает, как лучше на самом деле, а он не хочет. И вот чтобы он изменился, она начинает скандалы устраивать, пилить его, чтобы он прислушался к голосу разума. И она разочаровывается в нем. Все приходит к тому, что она постоянно спорит. Но я не знаю, может быть, вы видели такие семьи. Иногда это срабатывает, когда жена, она там допилила его, и он пошел там, что-то сделал, но, знаете, как вынеси елку, вынеси елку. Уже май на дворе, она все пилит и пилит. Но атмосфера просто сама в семье, она, ну, ничего хорошего. Но в отличие от этого, Бог говорит нам, что здравая жена так не поступает. Она не склонна к ссорам и нытью. Смотрите, женщины, многие мужчины, они очень примитивны. И в своем мышлении, и вообще во всех это. Они не такие, знаете, какие-то планы, у них там вкл-выкл во многих вещах. И просто часто им нужно говорить прямым текстом, что ты хочешь. Не нужно думать, что он догадается. Это вот самая большая ошибка. Он не догадается, я вам точно говорю. Ну вот разве он не видит, я там ходила, вот уже у меня там это, и вот он должен там что-то сделать. Нет, не, вот. Я просто пытаюсь вам облегчить жизнь. Но смотрите, первое послание Петра 3:1-2 говорится, что здравые жены могут привлечь даже к Иисусу, привести к Богу своих мужей неверующих, не христиан. Смотрите, также и вы, жены, будьте послушны мужьям, чтобы, если те и повинуются слову, были бы без слова покорны Богу поведением своих жен, видя вашу чистую и богобоязненную жизнь. Бог говорит, что вместо того, чтобы быть воинственной, чтобы сражаться за место под солнцем, жены должны что? Вот 4 стих. Ведь Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувидаемую красоту кроткого и тихого духа. Внимание, кроткий дух, что такое? Кроткий и тихий дух. Это не означает, что мы должны быть забитые, загнанные в угол, какие-то униженные. То есть кроткий – это не про это. Мы сейчас этого коснемся также. Но если женщина поступает таким образом и избегает конфронтации, придирчивого подхода, она может формировать своего мужа с помощью любви. Вы со мной? Я вам сейчас такой пример приведу. Я думал, как вообще это объяснить. Решил пойти от обратного. Может быть, не очень удачный пример, но вы меня простите. И пойти от обратного – это… Я хочу вам привести пример. Знаете, есть такие случаи, как бы было бы наивно отрицать их. Вообще в церкви, когда служителя, они бросают свою семью, бросают своих жен и убегают, например, либо с секретаршей, с лидером прославления, либо еще с кем-то там. В России не так часто, слава Богу, но может быть у нас еще тоже такая культура. Ссор из избы никто не выносит. На Западе сейчас благодаря ютубам, всяким соцсетям факты как бы вскрываются, но тем не менее такие факты есть. И что я хочу сказать? Сестры и братья, тут первое такое это, ну имейте здравый как бы тоже смысл в том, у нас, ну мы все обнимаемся, любим друг друга, и как бы, но вот наедине оставаться не стоит. Как бы там, ну как бы, мы же там все духовные, мы все духовные, да. Но каждый мужчина – это мужчина. Ой, да я там в себе уверен, там это. Я буду уверен, когда закопают на, сколько там у нас положено. Ну, на самом деле это тоже Бог так создал мужчину, и вот это влечение его к женщине, вот этот тестостерон, который в нем есть, я думаю, на самом деле Бог он так специально сделал, потому что маркетологи, они давно это поняли. Если вы смотрели рекламу, вся реклама, она наполнена чем? То есть, если мужчина, он тратит деньги, если она на него направлена, ну, там обязательно какая-нибудь привлекательная женщина. То есть, все продают через это. Вот, и на самом деле, если бы, наверное, Бог так не сделал, мужчина, он бы вообще бы, никакого бы смысла не было, он бы даже с дивана не поднялся. Просто лежал бы и все бы, ему вообще ничего не надо. А тут как бы приходится вставать, идти и что-то делать. Но
Я просто вас призываю, иметь какую-то этику и здравый смысл, то есть не переходить. Как правило, если, и неважно, там, знаете, привлекательная женщина, непривлекательная, просто сам по себе принцип. Надо иметь какие-то границы, если у тебя есть своя жена, как рабочая этика, я не знаю, как это назвать. Вот. Такое небольшое отступление, но почему такие скандалы происходят? И вы знаете, я просто смотрел на зарубежные церкви, они не в России, конечно, вы таких не знаете, у нас такого вообще ничего не бывает. Но, знаете, служителя, они убегали с женщинами. Я просто смотрел иногда, вот 2 случая, например, которых там нашел в интернете. Те женщины, с которыми мужья убежали, они гораздо менее симпатичны, чем их родные жены. И возникает вопрос, и какой смысл вообще, в чем? Но я вам хочу сказать, знаете, никто сразу не бежит в кровать. Да? Почему я говорю, что не оставайтесь там одни, имейте какой-то здравый смысл? Вы знаете, что все происходит шаг за шагом, шаг за шагом. И часто как происходит? Я вам просто хочу нарисовать ситуацию. Например, мужчина, он работает полное время в церкви, например. Он все время делает какие-то, к чему-то готовится, что-то делает. И, например, у него есть либо секретарь, женщина, либо еще кто-то, какая-то помощница. И вот она, давайте я вам чай приготовлю, там или еще что-то. Принесла ему, ой, спасибо большое. Потом еще что-то для него сделала. И он опять ее поблагодарил. И потом еще, и он опять там ее поблагодарил. И потом она начинает думать, вот если бы мой муж только был таким благодарным и внимательным, я бы была счастлива. А он начинает думать, со мной никто не спорит, меня никто не пилит, обо мне заботятся, мне все приносят. То есть вот почва, она может быть немножко утрирована, но именно в этом вся суть. И все заканчивается тем, что шаг за шагом, там одно, там другое, там палец положил на руку. И потом жертвуют карьерой, церковью, бегут куда-то. В итоге обнаруживают, что та женщина, с которой он сбежал, которая не так красивая, как его жена, она, собственно-то, ничем не отличается. От жены-то. Как правило, чаще всего так происходит. И не только в церкви. Но я хочу, к чему я это говорю, пытаюсь вам, сказал от обратного, пример привести. Я хочу вам сказать, как вы думаете, что бы сделал такой человек из церкви, который убежал, с кем-то, но что бы он сделал для своей жены, если бы она обращалась с ним так, как вот эта вот женщина из церкви? Если бы эта культура, она была бы у них дома. Если бы он был окружен вниманием, если бы его никто не пилил, ему бы все делали, он бы за все благодарил. Именно об этом говорится вот в этом первом послании Петра, 3 глава. Жена, обладающая нетленной красотой кроткого и спокойного духа, добровольно служащая своему мужу, внимание, часто может получить все, что пожелает. Вот в Библии часто такие вещи, вы знаете, написано, что как Павел писал, само Евангелие, что Иисус, Он умер на кресте, вообще, знаете, это вздор. В этом нет здравого смысла. В смысле я там должна подчиняться, и меня будут на руках носить, или там... Вот у Бога оно так работает, понимаете, когда каждый человек, он выполняет свою функцию, свою часть. Мужчина, если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, заботься о своей жене, люби ее, холь и лелей. Как с немощнейшим сосудом написано, нужно обращаться, как чашечка фарфоровая. Потому что женщины, они такие, там нажал, там хрустнуло, там треснуло, и все сломалось. Вот что я ничего не делал. Но, знаете, особенно его готовность отказаться от всего, что имело для него значение. Вот мужчина, он готов. Еще пару замечаний, я заканчиваю.
Важное дополнение, смотрите, мы должны быть в повиновении. Но, как я говорил, вот почему, собственно, ситуация вся была с женщинами. Мужчина, он физически сильнее. Кто-то может спросить, а как быть в такой ситуации, когда муж, он представляет опасность. Он бьет физически. И, к сожалению, такое часто встречается. Вы знаете, когда просто дьявол, он приходит, и просто потому что, когда мужчина уже не видит никаких берегов, и просто из-за того, что он сильнее, может такое происходить. Я хочу вам, не знаю, насколько такой пример привести. Предыдущие проповеди буквально я касался ситуации, помните, царь Саул и Давид. Вы помните, что Давид, он был под царем Саулом. Это его царь. Он ему подчинялся, он ему повиновался. Но когда Саул, он узнал, что Давид хочет, это тот человек, который сменит его на посту царя, он начал его преследовать и гнать, и даже пытался его убить несколько раз. Вы помните это? Что Давид делал? Он убежал. Он убежал, но, смотрите, у него была пара возможностей, когда он мог его прикончить, царя Саула. Он мог его убить, он сказал, что моя рука не поднимется на помазанника, да? Вот смотрите, он спас свою жизнь, и он убежал, но он не поднял руку на него, потому что он был под ним. И я не знаю, насколько хороший пример в этом смысле, но я думаю, что здесь принцип применим к жене. Если тебе что-то угрожает, ты можешь убежать. В том смысле, что тебе не нужно оставаться в таких отношениях. Если тебя бьют, тем самым муж просто, он не выполняет то, для чего он, собственно, был создан. Ситуации все разные. Кто-то может сказать, ой, вы там, о чем там проповедуете? Смотрите, мы за счастливые семьи, мы за полные семьи, и наша церковь, она полных семей. Но как помните, как нам пастор Алексей Марщинин приезжал? Вы знаете, у нас было здесь, мы отвечали на вопросы, помните, 4 пастора, мы сидели на сцене и говорили, и задавали такой вопрос как раз тоже, что делать. И он говорит, вы знаете, я поменял свою точку зрения после ситуации, которая произошла у них, не в его церкви, но в одной из церквей, где он был до этого, и там были вот такие отношения. К моему великому сожалению, вы знаете, тенденция такова, что если это прямо, смотрите, женщины часто бывают преувеличивают и говорят, вот мой муж абьюзер. Но если это не психологическое насилие, а это физическое насилие, если тебя бьют руками и ногами, тенденция такова, что с годами это становится только тяжелее ситуация, если оно сразу не решилось. И там вот была такая семья, и там они там уговаривали, и церковь была против, и оставайтесь вместе, кончилось тем, что он ее убил. Понимаете, то есть после очередных каких-то побоев. Еще раз. Как Давид, он убежал, у него была возможность отомстить, что-то сделать, он этого не делал. То есть, смотрите, согласно Библии, женщина может уйти от жестокого мужа и оставаться при этом покорной, отказываясь мстить обидчику, от которого ушла. То есть она остается кроткой, но никто не заставляет тебя жертвовать своей жизнью. Последнее. Идея о том, что женщина должна быть в подчинении у своего мужа, часто воспринимается как унизительная. Но смотрите, Бог видит ее совершенно по-другому. Вот тот стих, который мы читали, 3 глава 1, да, давайте мы прочитаем предыдущие стихи, места Писания, потому что это продолжение. И прочитаем 1 Петра, 2 глава, с 21 стиха, я, по-моему, неправильно указал, по 3 главу, 1 стих. «К этому вы были призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по Его стопам.
Он не совершил греха, и в устах его не было никакой лжи. Когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями. Страдая, он не угрожал, но доверял себя тому, кто судит справедливо. Он сам в своем теле вознес наши грехи на древо, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены. Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему пастырю, хранителю ваших душ. И потом дальше это идет продолжение. Также и вы, жены, он в пример Христа приводит и говорит: будьте послушны мужьям, чтобы, если те и не повинуются слову, были бы без слов покорны Богу поведением своих жен. Другими словами, знаете, про покорную жену, когда говорят, вот эта проповедь об Иисусе. Смотрите, здесь слово «также» указывают на Иисуса. Как и Иисус, жена должна доверять Богу настолько, чтобы подчиниться. И тогда это становится настолько убедительным свидетельством даже для неверующих мужей, для нехристиан, что они могут быть покорены ее поведением. Я не знаю, насколько это имеет смысл. Еще раз. Мы не берем крайности, мы не берем какие-то отношения, где есть насилие, абьюз, да. Здесь все однозначно. У вас есть полное право не оставаться в этих отношениях. Но если вы живете, и любая жена, она должна иметь именно покорный дух. Почему Иисус подчинился? Он подчинился, чтобы завоевать нас, даже до смерти, да? Жены, можете подчиняться своим мужьям, чтобы завоевать их для Иисуса. Внимание, а мужья, они подчиняются своим женам. Синодальный перевод вот там в этом: почитают своих жен, любя их таким образом, чтобы завоевать и укрепить их для Иисуса. И смотрите, вся суть христианства, она заключается именно в этом. Мы, как христиане, любой человек, он призван иметь какой-то покров. Он должен кому-то повиноваться. Я так часто видел, когда люди, они не имеют какого-то покрова, они не под кем, они никому не подчиняются, ничем хорошим это не заканчивается. У них просто срывает крышу. Потому что власть, она развращает, а абсолютная власть, она развращает абсолютно. И там просто проблемы во всех сферах начинаются. Последнее место Писания, давайте я прочитаю. Матфея, 20 глава, с 25 по 28 стих. Иисус же подозвал их и сказал: «Вы знаете, что языческие правители господствуют над своими народами и владеют людьми их знать. У вас пусть будет не так. Наоборот, кто хочет стать среди вас великим, должен быть вам слугою. А кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам слугою. Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь как выкуп за многих». Я думаю, что это должно быть примером для любого верующего человека. Мужчина он или женщина, жена или муж. Но в этом она вся суть. Смотрите еще раз. Брак, он настолько сложный механизм, чтобы все выстроить. Но еще раз, то, что мы читаем в Библии, это не написано для моего супруга. Это написано для меня. Я должен выполнять свою часть. И когда ты не пытаешься прогнуть кого-то про то, как написано, как оно должно быть, но ты выполняешь свое, то тот человек, который тебя любит, и он смотрит на тебя, и он видит твои перемены, он начинает задумываться. Вы понимаете? Бог, он работает именно таким образом. Аминь.